Ну вот, хочу сказать, очень много слов. Трудно запомнить, но достаточно десятка, два-три записать себе. Ну, иногда, если не знаете, говорите: я не знаю такого слова. Мин анды сузне бельмим. Суз — это слово, бельмим — не знаю. Мин — это я. Я не знаю такого слова. Или, допустим, вы меня поняли? Siz meni anladыңызмы? Siz meni anladыңызмы? Siz, вы, меня. Очень легко. Меня. Anladыңызмы? Или, если вы забудете, түшіндіңізмі? Повторите, пожалуйста, еще раз. Тағын бір тапқыр қабатлағызшы. Повторите, пожалуйста, еще раз. Тағын бір тапқыр қабатлағызшы. У нас не говорят зинхар в данном случае. Қабатлағызшы. Это как бы вот просительно. Если қабатлағыз, это повелительно как бы. Не совсем красиво. Қабатлағызшы означает типа пожалуйста. Повторите, пожалуйста, еще раз. Как произносить это слово? Бу сүзне нишек айтырга. Слово сүз. У нас говорят айткан сүз, аткан ук. Сказанное слово — это выпущенная стрела. Ук. Айткан сүз, аткан ук. Как произносить это слово? Бу сүзне нишек айтырга. Бу — это сүз. Сүзне слово, нишек как, айтырга произносить, говорить. Ну, можете в качестве комплимента услышать: сіз бу сүзне дұрыс айтасыз. Вы произносите это слово правильно. Сіз, вы, бу — это сүзне, это слово, дұрыс, правильно айтасыз. Глаголы на последнем месте, как во французском. Ой, ударение на последнем всегда, как на французском. И в каком языке глаголы-то? В немецком, кажется, да, на последнем слове стоят предложения последними. Напишите, пожалуйста, это слово по-татарски. Бу сүзне татарша языгыз әле. Вот легко вам на бумажке протянули ручку. Бу сүзне татарша языгыз әле. Бу сүзне татарша языгыз әле. Напишите, пожалуйста, это слово по-татарски.